Сокровища нации теперь в фондах Чувашского государственного художественного музея. Живопись и графика из коллекции Международной конфедерации союзов художников после многолетних согласований переехали в Чебоксары. Пока идет их классификация, увидеть часть коллекции можно только в нашем эфире. Для съемочной группы ГТРК «Чувашия» сделали исключение и пустили в святая святых. Впервые появился Эйнштейн. Теперь есть портрет Альберта Эйнштейна. Радость сотрудника научно-фондового отдела Валентины Бобровой поймет каждый, для кого искусство – непростой звук. Книжная графика, линогравюры, эскизы к мультфильмам, целые графические серии и живопись. Всего около 1500 наименований. Такого количества экспонатов, поступивших одновременно в фонды, не было за все время существования художественного музея. Для сравнения, в основном в фонде на начало работы в 1939 году значились всего 293 экспоната. История беспрецедентного пополнения фонда такова. После распада Советского Союза осталось около 53 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративного и народного искусства. В 2014 году несколько работ из коллекции было продано на лондонском аукционе Сотбис, что общественность возмутила. И в 2017 году Международная конфедерация союза художников была ликвидирована. Нет худа без добра. Уникальному культурному собранию, в котором нашли отражение почти все национальные художественные школы, начали искать новую прописку в лучших действующих музеях России. Чебоксарский музей среди 68 учреждений культуры, получивших весомое пополнение фондов. Одна из уставных видов деятельности художественного музея – это формирование коллекции. Одна из самых, наверное, важных моментов в нашей работе. И вот нам буквально посчастливилось получить 1500 замечательных произведений советской школы. Когда же картины из собрания увидит зритель? Сейчас идет процесс систематизации, учет, документальное оформление и даже фотосессия для каждой работы. Некоторые новинки будут появляться в соцсетях музея в популярном проекте «Дня без даты». И уже со следующего года произведения начнут участвовать в тематических выставках. В следующем году запланированы их две. Помимо военной выставки будет выставка в память столетия СССР. Названия у нее еще нет, это пока еще только рабочая программа. Но на этой выставке мы постараемся показать работы всех художников союзных республик, в том числе и из новых поступлений. Именно на юбилейной выставке состоится дебют для чебоксарских зрителей авторов из Армении, Грузии, Латвии и зарубежных графиков. Но есть у сотрудников любимчики, на которых мы можем посмотреть одним глазком уже сегодня. Для меня особенно выделился эстонский художник Юксине Мария Кареловна. Работает в очень интересной технике афорта. Художник применяет множество различных цветов, умело создает обобщенный такой собранный образ, который дает отклик в своем сердце. У коллекции после прописки в Чебоксарах начинается новая творческая история. Анна Филиппова, Михаил Солин, Вести Чебоксары.